Я, понятное дело, еще раз, становлюсь депутатом не для того, чтобы, скажем, там, решить какие-то свои внутренние вопросы, да, или там партийные дела, хотя это тоже важно. Но я депутат, избранный от Республики Коми. Наш одномандатный округ, Да. это вся республика. Огромное количество вопросов, огромное количество проблем. Я готов взяться за их решение, готов вкладываться, что называется, в решение этих проблем. Я этим буду заниматься. А разоблачения, они будут и так. Вторая параллель. Значит, в 2001 году на выборах главы республики избиратели голосовали не столько за Торлопова Владимира Александровича, сколько, опять же, против того же Спиридонова. Не находите, что и сейчас случилось так же? Согласен частично. В той 81 тысячи голосов, которая подана за мою кандидатуру в качестве кандидата, да, в депутаты Государственной Думы, 100%, да, есть те голоса, людей, которые голосовали не конкретно за меня, а против, значит, Уйбы, фактически, Савостьяновой. То есть я это прекрасно понимаю. Разницы для меня принципиальной нет. Это все граждане республики. Да. И, наконец, третья параллель. В свою очередь, в 2003 году, когда были выборы в Государственную Думу, и когда были кандидатами по тому же единому округу, или там был только Южный округ, я сейчас не могу точно вспомнить. Нет, по-моему, тогда уже был единый у нас. Да. Были кандидаты тот же Спиридонов и Козлов Викентий Александрович, который воспринимался как креатура Желтого дома. И фактически мы имели дело с неким подобием реванша предыдущих выборов главы Республики Коми. Спиридонов, хотя и с небольшим преимуществом, победил. Но там у него совсем на грани было. Там на грани, но там тогда еще можно было внимательно за этим следить и ловить за руку, если что. Опять же, не находите ли, что и случилось с вами теперь то же самое по отношению, пусть и не к выборам главы республики прошлого года? Хотя вам не довелось там участвовать, но фактически содержательная часть кампании провелась все-таки именно с вашим участием на моменте еще стадии сбора муниципальных подписей. И вот реванш. Ну, да, можно и так это назвать. Но я считаю, что настоящий реванш еще впереди. Я не исключаю своего участия в выборах главы Республики Коми. Я уверен, что они будут достаточно скоро уже. Ага, понятно. Хорошо, когда вы выборной ночью поняли окончательно, что все выигрываете? В какое примерно время, ночи, это понятно, что ночью происходит, когда стало ясно, что все? Или это вплоть до утра? Нет, мы следили за ситуацией очень внимательно. Мы вели, значит, прямой эфир, он почти 8 часов мы его вели, обсуждали выборы. И это, кстати, был один из элементов, что называется, защиты нашего результата. Вы же прекрасно понимаете, что нам приходили фотографии сначала, да, и у нас живых протоколов сразу не было, пока начали их подвозить к нам в штаб. И мы озвучивали то, что есть на избирательных участках. То есть конкретно избирательный участок в каком-то районе, значит, проголосовал так-то и так далее. То есть мы это выбрасывали уже в информационное поле, давая, что называется, исключая, вернее, возможность их там каким-то образом манипуляций с ними. Это тоже важно. И уже где-то к 4 часам утра разрыв был достаточно большой. Но как раз в это время поступила информация нам о том, что что-то там, какие-то манипуляции пошли, задержка ввода данных и так далее. То есть я не знаю, было ли это на самом деле, но такая информация поступила. Естественно, мне пришлось посетить с группой моих товарищей председателя избирательной комиссии Республики Коми Дмитрия Ильича Митюшева и, собственно говоря, значит, задать ему вопросы, что происходит, да? И почему зависли обновления в газвыборах. И буквально сразу он мне распечатал бумагу, где 94% уже было посчитано, то есть уже все. То есть этого не было в публичном, да, доступе, но это у них в избиркоме уже было. То есть он мне распечатал, говорит, смотри, буквально несколько комиссий еще, так сказать, в отдаленных районах, не то что даже районах, а в отдаленных населенных пунктах Сыктывдинского района, Кайгородского района, то есть досдаются еще. И уже тогда будет понятно, но уже 94% посчитано было голосов, и уже тогда у нас разрыв был более 12 тысяч голосов. То есть тогда уже стало понятно, что нет, не смогут они, даже применяя любого рода манипуляции, значит, перебить этого количества граждан республики, которые поддержали мою кандидатуру. Итоговый результат у меня более 13 тысяч разрыв голосов с вторым местом предшественницы моей. Вторая интрига еще, кстати, была, я дополню. Вторая интрига еще была, кто же займет последнее место.
Это ведь и гораздо более интересно. То есть, если с первым, вторым более-менее стало понятно, да, то вот с последним местом всегда тоже это борьба интересно. за последнее место. Действительно, да. И было бы интересно, например, посмотреть, если бы, например, в первом месте вышел представитель КПРФ, а последнее место занял бы небезызвестный Иван Григорьевич Рубан, который представлял партию коммунисты России. И было бы здорово, если мы замкнули бы все это дело. Вот. Но нет, значит, вырвался вперед Бетехтин. Причем, насколько вот я понимаю, он набрал даже меньше, чем количество испорченных бюллетеней, значит, на выборах, значит, депутата Государственной Думы. То есть такая информация. Ну, есть. по-моему, 3,52. Да. То есть это, конечно, отличный результат. Понятно. Вопрос вот какой. Подсчитана ли уже цена голоса? Просто, ну, мы помним знаменитый бигборд на фасаде, ну, в общем, да, на доме на Кольце. Это, мягко говоря, явно не маленькие деньги, не маленький расход. Или хотя бы можно озвучить стоимость вашей избирательной кампании? Ну, данные опубликованы уже, в общем-то, они есть в общем доступе, да, значит, компания именно через избирательные счета, то, что прошло кандидатов, да, у нас лидирует, вы знаете, Ольга Севастьянова, более 14 миллионов рублей прошло через ее избирательные счета. На втором месте, по-моему, значит, Филипченко, да? Филипчук, господи, да. А вот, он потратил чуть меньше 900 миллионов рублей. Тысяч, да, путаюсь в цифрах. Чуть меньше 900 тысяч рублей. И, соответственно, я потратил чуть-чуть больше 800 тысяч рублей, я на третьем месте. Ну вот и посчитайте, 81 тысяча голосов и порядка, соответственно, 800 тысяч рублей. То есть примерно 10 рублей голос. Да. Ну, вы уже сказали о бюджетах соперников. Теперь, вы были довольно заметны в соцсетях и мессенджерах. Ну, это, в принципе, логично с учетом вашего возраста, хотя, скажем, тот же и Бетехтин мог бы этим заниматься, и Никитин в известной степени. Какие вы предпочитали? Или вы используете все, включая ТикТок? Ну, у нас традиционный сегмент ВКонтакте очень развит в Республике Коми. Мы использовали эти возможности, конечно же. Вот, было большое количество пабликов ВКонтакте, которые с удовольствием ставили наши новости. Вот, причем, значит, как говорится, абсолютно, значит, на бесплатной основе. Все, пожалуйста, никаких проблем. Вот, YouTube-канал у меня работал все это время. Мы вели еженедельные трансляции, ставили ролики. Естественно, ну, как говорится, работали в этом направлении максимально. Да? То есть информировали людей, общались с ними во всех. Я на всех встречах об этом говорил, о том, что я, например, не могу там, каждую неделю или каждый месяц приехать, да? Но каждую неделю я всегда веду прямой эфир. Пожалуйста, пишите мне вопросы, там, вы, ваши друзья, родственники, кто угодно. То есть я на них отвечаю, никаких проблем нет. Вот, поэтому то есть, вот такое вот общение, оно постоянно должно сохраняться. YouTube в этом смысле дает нам такие возможности. Вот, мы этим пользовались. Большую помощь, естественно, оказывали наши партнеры из Новой Республики, паблика ВКонтакте. Они публиковали очень качественный контент, оперативно это делали. Естественно, я им очень благодарен за это. В каком комитете Госдумы вы предполагаете работать? Я думаю, что мы окончательно определимся уже в рамках, значит, внутри фракции, да, кто в какой комитет попадет и кто в какой комитет, соответственно, уйдет работать. Конечно, для меня ближе вопросы экологии. Я и сам являюсь, собственно говоря, кандидатом биологических наук и по специальности экология. Вот, для меня эти вопросы являются близкими, я, значит, разбираюсь, да, и инициатив очень много у нас было, тем более, что огромные вопросы и по лесовосстановлению у нас есть, да, огромные вопросы по закону, значит, водному кодексу, по, значит, водоохранным зонам, ну, в общем, большое количество блоков, именно связанных с экологической безопасностью, поэтому я думаю, что комитет, который этим вопросом занимается, был бы для меня более приемлем. Когда намечено первое пленарное заседание Госдумы? Понятия не имею. У меня за последние дни эта дата поменялась уже 4 раза. Значит, пока что разброс вот, с 29 сентября по 7 октября. Нет, по 12 октября. Сегодня поступила еще следующая цифра. Поэтому, ну, следующая дата. Соответственно, я думаю, что сегодня-завтра будет понятно. Ну и будем исходить из того, что, значит, надо обязательно принимать участие. Поэтому вот так. Ну что ж, еще раз вас поздравляю. Удачи на новом поприще. Надеюсь, Спасибо. что будете не забывать
Ни Сыктывкар, ни республики. Я хочу сказать вам, что я сделаю все возможное для того, чтобы быть в Республике Коми максимально возможное количество времени. Я не московский житель, я представитель республики, я с 34 года здесь родился, живу и, в общем-то, собираюсь и дальше продолжать свою работу именно на благо жителей республики. А то, что, скажем, я избран депутатом Государственной Думы, я считаю, что поможет мне реализовать те задачи, которые стоят перед всей нашей Республикой Коми. Спасибо.